По поводу публикации в средствах массовой информации хочу сообщить, что да, действительно был такой случай, что несовершеннолетний подросток 13 лет был помещен во взрослое отделение. Но этот мальчик известен нам давно, он поступает к нам неоднократно. Ранее он госпитализировался в детское отделение, когда проявлял агрессию, токсикоманил, убегал из детского дома. Да, и в этот раз тоже произошло такое, что он агрессивно вел себя с воспитателями, избил девочку, которой понадобилась медицинская помощь после избиения, токсикоманил, уходил. До этого в 2016 году он также с ножом ходил, набрасывался на воспитанников и в отделении тоже проявлял агрессию к детям. И в целях, чтобы обезопасить детей детского отделения, в связи с его агрессивным поведением, он был помещен в мужское отделение. Прокуратура и Росздравнадзор, они этот факт подтвердили, его агрессивного поведения, не только по отношению того, что описывали детский психиатр, когда его направлял в случае агрессии к детям, да, но и ко взрослым. Его агрессивное поведение было подтверждено. Мальчик крупный, высокий, да, а у нас дети, как видите, 4, 5, 6 лет, 7, маленькие, многие беспомощные. Мы, мальчики, этого знаем давно, что и в прошлой госпитализации он проявлял агрессию к беспомощным детям, да, и в целях обезопасить их, да, мы были вынуждены прибегнуть к такой мере, что поместить его во взрослое отделение. Хотя бы на время, чтобы понаблюдать и скопировать это состояние его агрессивности. Хорошо, скажите, пожалуйста, пару слов о профилактике. Что нужно для того, чтобы дети не становились такими, как этот пациент, не нападают на детей, не агрессивные, не токсикомальные, не потребляли алкогольных напитков? Что нужно? Что нужно? Нужна родительская любовь. Для таких детей нужна любовь. Да.